Ассаламу алейкум. В эфире программа «Неделя». В студии Ислам Ершов. И вот о чем расскажем вам сегодня. Лидеры во многих направлениях. Рамзан Хаджи Кадыров встретился с вице-премьером правительства Чеченской Республики Исойтом Хаджиевым. Обсудили реализацию национальных проектов. Качественного беспробода, полностью требования, в первую очередь, качество. Символ мужества, отваги и доблести. Внуку первого президента Чеченской Республики вручили пояс и папаху. Ему исполнилось 15 лет. 21 ноября – Всемирный день телевидения. В честь этого в Грозном прошло награждение отличившихся работников СМИ. Учитель создает нацию. В Грозном прошел республиканский форум молодых педагогов. Главными качествами любого педагога или человека любой другой профессии это является то, что он является специалистом и знает свое направление. Рамзан Хаджи Кадыров провел рабочую встречу с первым вице-премьером правительства Чеченской Республики Исойтом Хаджиевым. Обсудили вопросы реализации 47 региональных проектов. Все они входят в состав 13 национальных. Финансирование, предусмотренное на их реализацию, составляет свыше 26 миллиардов рублей. Как вице-премьер направление поручение, что он курирует бывает отстающие направления, что позиции оставать еще направление оставать дешевле, уже ущерб общем в системе по самозанятости населения выше еще и учет поручение лирода и плюс новый самый основной объект аламига в республике обходной не будет из цехлить еще очень тогда видим на завершение бьют аламиг истядован когда министр курили дефолада Москва демонстрации часть была швеги взаимодействие говорит сега дошло халли по нацпроектам дегеро кратче должен из 13 национальных проектов региональные 47 проектов 26 на 586 миллионов рублей. Из них на сегодняшний день шаги по строительной части освоения шум, белоштик таблич, переходящий объект на опережение глобы. Сегодня кассовое исполнение 21 миллиард 586 миллионов рублей. Он изда а так по неформальной занятости в начале текущего года поручение заниматься на сегодняшний день 44 тысячи самозанятых выявили на он По всем показателям наблюдается положительная динамика. Лидер субъекта поручил усилить деятельность по всем обозначенным направлениям. Качественного беспробода, полностью требования, в первую очередь, качество. ВМ-29, уже четырехполосный, биновый, двухполосный, больше полдона, из-за дождь, аварийность, снизительная смертность лохайловой, полдона, потихоньку позволять решить ситуацию, стягивала бизнес. Последнее совещание Гора Хамбах Мичам Мобин было министерство Гора курирует еще блок Бинбах оценки администрацию и плюс вице-премьер, и плюс председатель правительства. Если не будет соответствовать, то вице-премьер будет не соответствовать. То есть я курирует вещь пусть нас. Бог требует бабиз, конкретно требует бабиз.
Рамзан Хаджи Кадыров встретился с Вахой Насухановым, который возглавлял Конституционный суд Чеченской Республики. Глава региона назначил его своим советником по силовому блоку. Руководитель республики отметил, что Ваха Насуханов является одним из самых достойных ветеранов команды, основанной героем России Ахматом Хаджи Кадыровым. Последний возглавляем Конституционный суд, и уже по закону до последнего уже Хорез Хосей советник по силовому блоку Валексон Наксон Хова визам Харбуда Ахмад Азизин бен Балхвел Юк энциклопедии Юк истории شايلي حويت يايو دون داك республика Болчкой команды حويز سويش حلار تلور تعوات نيسان حويزات سويش حلار تلور شو تك بعد تمام داتون ده دانا نامسو دون ويرتاح ديك باس من تك بعد كمان تأكيد عليه تشكادي هي سديجي دون دون يشتغلنا يبرزجني يبصدستان هذا عبير كثير ولا صحيح. دل رسالة دل مدق ماذا بعد شيء أقبل ده مولا حسوا باخ هذا على ديش باخ مفهوم سيأتي باخ إذا ما فسيلو مستقطن باخ يمدقون دو إذا أسا دينا بوسا على ديش عن صور شو ده مولا إدي دو سينا واستخلي عجروك سعون دل رسالة. Лидер субъекта поблагодарил Насуханова за добросовестную службу. В завершении встречи глава региона вручил советнику по силовому блоку медаль «100 лет образования Чеченской Республики». Аналогичные награды были присвоены Асланбеку Саказову и Эдмону Таймасханову. Они также работали в Конституционном суде. В Ахмат-Юрте прошла церемония вступления в совершеннолетие внука Ахмата Хаджи Кадырова Адама. Ему исполнилось 15 лет. В соответствии с древними чеченскими обычаями имениннику вручили пояс и папаху. Они символизируют мужество, отвагу и доблесть. Также в честь этого события в доме главы Чеченской Республики собрались богословы и старейшины, которые прочитали мавлид. Старейшины и богословы, восхваляя Всевышнего, его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, следуют в дом главы республики. Здесь важное событие – вручение пояса и папахи внуку первого президента Чеченской Республики Адаму Кадырову в честь совершеннолетия. Гости совершили обеденную молитву под предводительством председателя Совета алимов Республик СКФО Хожи Ахмета Хаджи Кадырова. Поприветствовать дорогих гостей пришел и глава республики Рамзан Хаджи Кадыров. Он выразил им благодарность за визит. Завязывание пояса с кинжалом происходит, когда молодому человеку исполняется 15 лет. Эти атрибуты означают честь, достоинство, доблесть и отвагу. Также юноша получает и папаху. كيفنا تقمنا قومنا مخنا سيل اليوم آدم سنة تنتهي شعب وست تزلق يول سيل دال بيرتي أول بسم الله الرحمن الرحيم لا هو ذي بيشون قومنا وين سيلنا وين مخنا سيل خليج حيقر. Хожи Ахмет Хаджи Кадыров рассказывает собравшимся о смысле традиции, насколько это важное событие для юноши, вступающего во взрослую жизнь. ويصع يصدر هو شو صدش لا مولي ندق فز قال شو هو نخيش متيح حين كش خندر تربوش لولا يحيى كنت صغال شغل شغل حين الترخندر ماستو تسيلح خيلن شو ديخكر
كورقوز شلال يسوع هم قايت عونا الجح قامنا مخنا سيل الله خلك توتيش خلر قايت سوا يحيلش دين الله دولش وزغل والش دال آدم إشتويل شيء ديجر إيسيتسه Богословы и старейшины поблагодарили главу республики за возрождение и пристальное внимание к чеченским обычаям и культуре. بچه دالدیک از بیکن بالتم دیکم شادین دیش پیامر سنت شادین دیش ويقون خيسي لا داشتال غلقش عادتش دندش حواش ولون ديلا يبركتي عادة يخزغل داشتال سنة دندش بوه تنخلش بريجا وزي سيلا حواش والش الله دالا آدم ديق الله ويل شي ديني ناني مدع والش تخن سن بركتي والش مقولش والش خو محكن تخن شيء عوش قون خليت إيه قي شي دانا نهار موك بقي بير باش قون غلح سوولوشه. После зикра гостей приглашают за праздничный стол. Завершая встречу, они прочитали маулид, восхваляя посланника Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует. Мухаммад Жумалейла и Самали Султанов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В Грозном наградили отличившихся журналистов. Корреспондентов, освещающих специальную военную операцию, удостоили звания «Заслуженный журналист Чеченской Республики». Почетные грамоты сотрудникам СМИ передал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Руководители 3 региональных телекомпаний поздравили журналистов с профессиональным праздником и пожелали им успеха в работе. В конце торжества журналистов поздравили и солисты Чеченской государственной филармонии. Подробнее расскажет Диана Хармуш. Поздравить журналистов с профессиональным праздником собрались руководители телекомпании региона, а также министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. С приветственным словом выступил советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. دالا ياليو تشر يالخوي مدويل ويا قاندو دور قيمتنا ويحكثر دور دور حنا دالا يالويل وين قاستنا ويوتو اوكراين شهر حق يسمسن ابراس دايمو يتحاندونا قاستنا وقتليك نيرا قايوش البوش بولو ويجورناليش ويكوريسبونديش وابراتش وين رول بتاعش بوشبو اش مير بولشتور بالبوشا ونغيبو داقا أعمل شو المسا الناس أهيجنا داير رسولة دار ديكس بيقام بويلا دار شهيدين اللخ مير اللخ حنا رقصة وقوشة إيش تعشق دولة دار فور بويلا. Роль журналиста в обществе и вклад СМИ в региональную повестку трудно переоценить, говорят здесь. С праздником сотрудников телевидения поздравил Ахмед Дудаев. Освещение нацпроектов, первое место в России, там, распространение количества точек реализации печатной продукции, первое место в России, там, реагирование на специальную военную операцию, информационное сопровождение, спецоперации на первое место в России. И шайбек шубалбу, покчуа больчер, бокчер, асмаллер, водитель, вала, мил, вала, оператор, вала, вымастер, кашкаликино, ахигер, мандуша, халовачун, пун, койшун, ачан, яхкам, боло, диза, дюст, муха, مش بعديه غير عنده شو سندر شو ده وده أول ده يحيى بيرت كيل ويبغى وينبي دو ده ويبيو отношения وين كوتش حرام زمان سندر ويبيو ببي وي. После поздравления отличившимся журналистам передали почетные награды и грамоты. Среди них и сотрудники телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Почетным знаком за трудовое отличие наградили заместителя генерального директора Магомеда Керимова. Благодарственное письмо главы Чеченской Республики передали Тамаре Магомадовой. Почетной грамотой Министерства печати и информации наградили Зарему Ахмадову и Ханпашу Ильясова. Компании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Корреспондентов, освещающих события в зоне проведения специальной военной операции, удостоили звания «Заслуженный журналист Чеченской Республики». Руководители телекомпаний похвалили их за мужество и доблесть и поздравили с профессиональным праздником. Я сказал то, что поверил он для нас в начале спецоперации.
дали возможность проявить себя, работая с таким тылом, как у нас есть, как телевидение, как наше министерство. Работать здесь очень просто. Нужно просто выполнить свою задачу, показывать то, что видишь сам. Луиза Батыжева работает в журналистике уже 18 лет. За свой труд она удостоена звания «Заслуженный журналист Чеченской Республики». Мои коллеги и я были награждены почетными званиями, заслуженными наградами. И хотелось бы поблагодарить в первую очередь главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича за постоянную поддержку, также нашего министра Ахмеда Махмудовича, директора Чингиза Яусовича, всех за то, что они поддерживают нас, журналистов. Без их помощи мы бы никак не обошлись. В завершении мероприятия для гостей выступили солисты Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова. Диана Хармуш, Азан Идрисов, Аслан Висхаев. Неделя. С 22 по 23 ноября в Грозном прошел Республиканский форум молодых педагогов «Учитель создает нацию» Ахмат Абдулхамидович Кадыров. В нем приняли участие преподаватели и студенты педагогических вузов и колледжей Чеченской Республики. 50 участников прошли различные конкурсы и показали мастер-классы. В качестве экспертов выступили кандидаты педагогических наук, а также представители молодежного общественно-патриотического движения «Ахмат». Подробнее в следующем сюжете. Учитель создает нацию. Так в свое время охарактеризовал работу каждого педагога первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Ученик перенимает знания от учителя, и для того, чтобы они были качественными, преподаватель должен быть специалистом в своей сфере. Главными качествами любого педагога или человека любой другой профессии это является то, что он является специалистом и знает свое направление. Но педобразование – это не просто профессия, это жизнь. И самое главное, педагог должен получить уважение тех, кого он обучает. Республиканский форум молодых педагогов «Учитель создает нацию» предоставил возможность продемонстрировать знания и навыки студентам педагогических колледжей и вузов, а также уже работающим преподавателям. Для них подготовили квесты и мастер-классы. Приняла участие в данном форуме для новых знаний получения, также новых знакомств и, конечно же, нового опыта в данном направлении. И так как в будущем мы все из этого универа должны стать преподавателями, и вот данные навыки и то, что будет у нас на форуме, нам поможет в дальнейшем нашей профессии в работе. Продолжился форум уже в Чеченском государственном педагогическом университете. Здесь проходит ежегодная научно-практическая конференция в рамках форума. Быть учителем – это очень интересно, весело, престижно и модно. Именно так я всегда говорю своим студентам, школьникам и коллегам. Потому что сегодня у учителя есть колоссальные возможности для роста и развития. Наверное, такие возможности, которых никогда не было прежде. Быть учителем значит осознавать свою особую роль в обществе, поскольку, как сказал наш первый президент Ахмат Хаджи Кадыров, учитель создает нацию. И мы все причастны к этому очень важному и ценному процессу, поскольку учителя оставляют большой и важный след в истории, формируют будущее государства, народа и общества в целом. Учитель – это человек, который не просто освоил педагогику. Это отчасти психолог, воспитатель, наставник и хороший друг. Сегодня в Чеченской Республике много образовательных учреждений, в которых преподают как молодые, так и опытные педагоги. И такие форумы создаются для того, чтобы будущие учителя смогли перенять знания от преподавателей со стажем. Седа Хасиева, Адам Яхьяев, Ислам Али Султанов. Неделя. 8 донбасских лет. Новый сборник стихов известной поэтессы Анны Ревякиной презентовали в Грозном. В Национальной библиотеке Чеченской Республики прошел и семинар, и показ новой книги. В ней автор рассказывает о 8 годах, проведенных на Донбассе в период военных действий и в пандемию. Сюжет Седы Хасиевой. Под ногами горит асфальт. Стихи о тяжелых военных временах, периоде пандемии коронавируса и другие истории собраны в одной книге. Известная поэтесса Анна Ревякина собрала в своей книге все, что связано с ее прошлым, а именно жизнью, проведенной на Донбассе. Оттого и название сборника «8 донбасских лет». В Национальную библиотеку Чеченской Республики передали около 150 экземпляров этого сборника. По поводу сборника «8 донбасских лет».
Это такой своеобразный отчет за 8 лет войны в Донбассе, начиная с 2014 года, заканчивая 2022. Конечно, там не полный, это не все стихи, которые я написала за этот период, но там много стихов, которые отражают суть того, какие были эти годы. Они были очень неоднородные и по уровню интенсивности военных действий, и по уровню внутреннего духа дончан. Там есть отсылки в прошлое, там есть рассказ о прекрасной горнячке Евдокии Королевой, которая прожила 101 год, и при этом более 50 лет у нее подземного стажа. Это не единственные произведения поэтессы. Ее книги переведены на 16 языков. Творческую деятельность она начала с детства, а первое стихотворение написала в возрасте 6 лет. Журналисты, политологи и представители книжных сообществ. Библиотека объединяет людей из разных сфер. Сегодня любители книг собрались здесь, чтобы познакомиться с творчеством современной поэтессы. Также здесь прошел и семинар, который направлен на передачу опыта между сотрудниками книжной отрасли регионов России. Миссия рассказать о издательском доме «Питер». Мы уже больше 30 лет на рынке. Поддержать культурную взаимосвязь между регионами России, представить наши новинки, рассказать флагманские серии и познакомиться с коллегами из Чеченской Республики. Здесь обсудили плюсы и минусы чтения книг в электронном виде. Литературоведы отметили, что несмотря на эпоху интернета, люди продолжают посещать библиотеки и читать бумажные книги. Седа Хасиева, Адам Яхьяев, Ислам Али Султанов. Неделя. Ответственное отцовство как семейная ценность. Тема круглого стола, который прошел в бизнес-центре в Грозном. Участники, среди которых представители государственных структур, ученые и психологи, говорили о традиционной роли отца в чеченском обществе. Ведь издавна главой семейства является именно мужчина, который заботится о безопасности и стабильности, отметили спикеры. Организаторами же собрания выступили члены автономной некоммерческой организации «Женщина за развитие» в рамках проекта, реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. Отношения отца и детей – это та проблема, которая уходит глубоко в каждую семью. А все мы вышли из семьи, как из голговской шинели, поэтому роль отца, даже и при его отсутствии физическом, она играет в общественном сознании роль этой семьи. Она остается в сознании этих детей. Кто транслирует эту роль отца, если даже физически его нет? Насколько она важна в формировании личности ребенка, формировании личности девочки, формировании личности сына. В Грозном призвали больше работать над правильным воспитанием молодежи. Директор департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями Аслан Абдулаев призвал преподавателей вузов и СУЗов уделять больше внимания профилактической работе с подрастающим поколением. Он отметил, что молодежь – наиболее уязвимая часть общества и нуждается в поддержке. На встрече преподаватели по духовно-нравственному воспитанию задали интересующие их вопросы. Позже они получили рекомендации по проведению мероприятий и профилактических бесед в образовательных учреждениях региона. В плане реализации единой концепции бешбо болха мелла самбах без и самбах лакугал хочуна вентадильна вентахан гулбеллаш ища хора шиеши узюлуша шиеши сузюлуша отсузиха эзерншка бирс бобеш болнахбар цера проблем хуюти цер халхадолу халун шуюти хауса цер халунша даяхар тах белгиш деше цул сонох цар беш бол балх тах качам баца кудути хауса шочак долша беш бол бар вези сила ушда дикинс бихам бойла уекюгел хочуна идин концепция yok yakar hun elçi idin koncepsiya yok yakar bahan doluş din hiyaga Паймар суннат хига, вай адат, вай гилк, вай öznegel хига, ищу огмахка. Новые предложения по совершенствованию медицинской помощи детям с редкими заболеваниями выработали сотрудники фонда «Круг добра». Встреча с представителями организации прошла в Министерстве здравоохранения Чеченской Республики. Они предложили также увеличить штат врачей-генетиков в регионе и создать центр по орфанным заболеваниям на базе Республиканской детской клинической больницы. Детям с тяжелыми наследственными заболеваниями в регионе уделяется особое внимание, отметил министр здравоохранения Чеченской Республики Сулейман Ларсанов. А вопрос лекарственного обеспечения является одним из приоритетных. Создание фонда – это очень важное событие в жизни детей для нашей страны с тяжелыми заболеваниями, редкими наследственными заболеваниями.
появилась возможность закупать эффективные препараты. Буквально недавно пациенту нашей республики ввели дорогостоящий препарат Золгенского больному, страдающему спинально-мышечной дистрофией. Это большое для нас событие. И поверьте мне, всю ту помощь, которую фонд «Круг добра» оказывает нашим маленьким пациентам, нашим жителям республики, это все, об этом всем знает глава Чеченской республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Фонд «Круг добра» оказывает медицинскую помощь больным детям по всей стране. Организация предоставляет возможность закупать дорогостоящие препараты, которые спасают жизнь детей с тяжелыми наследственными заболеваниями. Хотела бы выразить огромную благодарность нашей республике, Чеченской республике и нашему Минздраву при содействии с фондом «Круга добра» на федеральном уровне. Благодарность за предоставленную возможность видеть своих детей без боли и без слез. За препарат, который через фонд «Круг добра» взаимодействие с нашей республикой начали нам выдавать. В Швеции закрывают исламские школы, и это утверждено на законодательном уровне. А в Южноафриканской республике воры обокрали верующих во время коллективного намаза. Об этих и других новостях из мира мусульман в нашей рубрике «Умма». Исламские образовательные учреждения в Швеции закрывают активными темпами. Это несмотря на их высокий рейтинг успеваемости. Делается это под предлогом запрета независимых религиозных школ в стране. Данное постановление утверждено на законодательном уровне. Здесь, по мнению правозащитников, проглядываются праворадикальные взгляды властей. В Южноафриканской республике произошел скандальный случай. В одну из местных мечетей проникли воры. Они ограбили каждого, кто находился в святыне во время коллективного намаза. Запись видеокамер попала в руки местных СМИ. На ней видны все циничные действия преступников. Более 1000 эмиратцев собралось в одной из мечетей Абу-Даби. Поводом стало прощание с 93-летней американкой. Незадолго до кончины она приняла ислам. Желающим совершить заупокойную молитву не хватило места, ведь святыня рассчитана на 500 мест. Кадры с джаназа намаза активно распространяются по социальным сетям. В социальных сетях стал вирусным необычный ролик. На нем запечатлен голубь в позе земного поклона внутри заповедной мечети Мекки. Клип уже набрал миллионы просмотров. Ведется активное обсуждение действий пернатого. Каждый выдвигает свою версию, но как оно есть на самом деле, ведает лишь Всевышний. В копилку самых умных детей мира попал мусульманин Юсуф Шах из британского города Лидса. В свои 11 лет он прошел IQ-тест, получив высшую оценку для своего возраста. Результат превысил уровень IQ Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна. Юсуф отметил свое желание изучить математику в дальнейшем в Кембридже или Оксфорде. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. На базе Грозненского многопрофильного колледжа прошел чемпионат по оказанию первой помощи. В нем приняли участие 5 команд. Они прошли 4 этапа различной сложности, от устного тестирования до оказания помощи утопленнику. Мероприятие провели представители Российского Красного Креста при содействии Министерства образования и науки Чеченской Республики, а также Министерства здравоохранения. Человек обязан даже пройти курсы первой помощи, чтобы в любой чрезвычайной ситуации оказать первую помощь пострадавшим. Элементарно из-за незнания таких простых мероприятий по оказанию первой помощи у нас очень много бывает пострадавших, которым неправильно оказана первая помощь. Поэтому очень важно, чтобы каждый человек прошел вот эти курсы первой помощи. Сегодня у нас был федеральный проект, мы его благополучно завершили в этом году по первой помощи для школьников и студентов. Мы обучили в нашем республике 8235 человек, школьников и студентов. Победителем чемпионата стала команда из Грозненского многопрофильного колледжа. Они забрали кубок и ценные призы от организаторов. Подарки и грамоты получили и другие призеры. На протяжении этих лет мы учились ГМК и получали знания по оказанию первой помощи. Естественно, каких-то определенных таких подготовок мы не делали, так как мы это все получаем из колледжа. Нам каждый день на пар объясняют, как оказывать первую помощь и тому подобное.
27 ноября в России отмечается День матери. Это светлый праздник, в который спешат поздравить самого близкого человека. Героиня нашего следующего сюжета – многодетная мама Эсет Улашева. Сейчас ее сыновья доблестно защищают свою родину в зоне проведения специальной военной операции. Подробнее о жизни чеченских женщин и матерей расскажет Диана Хармуш. Эсет Улашева вырастила 3 сыновей и 1 дочь. Все сыновья Эсет участвовали в специальной военной операции. Сейчас 2 из них на Украине выполняют долг перед Отечеством. В воспитании ребенка важно привить ему любовь к родине, к традициям и обычаям своего народа, говорит Эсет. Самое главное, Лило диштек шадеги вилкасе улкасе азнегалси мадуй нахас дикхелер лула дикхелер. Родные, знакомые, соседи отзываются об Эсет наилучшим образом. Она всегда готова помочь, поддержать и дать мудрый совет, говорят они. Для жителей региона День матери – особенный праздник. К нему они готовятся заранее. В этот день каждый старается порадовать свою маму словами благодарности, подарком или цветами. У нас уже полным ходом идет подготовка ко Дню матери. У нас уже делали заказы, мы собираем витрину. Уже сыновья, родственники пришли, сделали у нас заказ для своих мам, чтобы не оставить своих мам без букетов, без подарков. Заранее уже готовятся. И мне бы хотелось от себя лично поздравить всех мам Чеченской Республики с этим праздником, пожелать им здоровья, счастья. В жизни каждого человека мама занимает самое значимое место. Жители Чеченской Республики и туристы поздравляют своих мам и всех женщин с праздником. Мама в жизни каждого человека занимает отдельное место, поэтому и отмечается этот день. Я хочу ко Дню матери поздравить всех женщин, пожелать им всего хорошего, быть всегда такими женственными, прекрасными, любимыми. И хочу по случаю передать привет своей маме, сказать, что я ее очень люблю. День матери ежегодно отмечают в последнее воскресенье ноября. Это один из трогательных праздников, день самого близкого человека, мамы, которая всегда поможет, поддержит и будет любить, несмотря ни на что. Диана Хармуш, Адам Михеев, Аслан Вискаев. Неделя. На этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей.